Термин «асаба» в татарском языке означает «коренной народ», соответствующий английскому термину «indigenous peoples». Термин используется в специальной литературе для обозначения группы людей, получивших за службу родовые земли. Именно в таком ключе она зафиксирована в грамоте о наделении землей некоторых южноуральских родов, поступивших в русскую службу, и с определением им родовых земель ранней русской властью в Казани. Группы населения, связанные родственными узами, рода, поступая на службу государству, получали за это землю на весь род и тем самым укоренялись, обретали статус и отчизну. Со временем оно трансформировалось в устойчивое понятие как коренной житель. Безусловно, это явление связано прежде всего с периодом татарских ханств, Казанского и, возможно, Сибирского ханства. Поступление на службу батыров, то есть профессиональных воинов со своей свитой, родом и получение за это землю вполне очевидно. Такое явление, как поступление на службу батыров из Крымского ханства в Казанское или Астраханское, что мы видим на примере Дастана Шура-Батыр, показывает, что даже статусные группы чингизиды, беки переходили свободно из одного постсардынского государства в другое и при этом получали в других юртах земли. Так откуда же возник этот термин, как он трансформировался и вошел в татарский язык? Термин имеет отношение к исламскому праву и имеет ряд значений. Шариатское асабия от арабского ашебия применяется для обозначения родственников со стороны отца и дальних родственников, которые не имеют права на наследование. Именно в таком ключе этот термин использован в труде Сейда Мухаммеда Ризе «Семь планет в известиях о царях татарских». Понятие асабиях определяли также и как крайний национализм. В хадисах пророка Мухаммада сказано следующее: «Не является одним из нас, из нашей мусульманской уммы, тот, кто призывает к асабии, или тот, кто сражается за асабию, или тот, кто умирает за асабию». И пророка Мухаммада спросили о посланнике Аллаха, что такое асабия, и он ответил: это когда вы поддерживаете свою нацию или племя при теснении других. Хадис, переданный Сунаном ибн Даудом. Пророк Мухаммад, обращаясь к своим последователям, сказал: оставьте это, мерзко и отвратительно. Также термин асабия имеет значение племя. На русский язык переводится как спаянность или солидарность. Как понятие асабия вводится в оборот известным арабским средневековым ученым Ибн Халдуном. Всесторонне этот термин Ибн Халдун раскрывает в своем фундаментальном труде Мукаддима. Данный термин он использует для объяснения динамики социально-политических отношений и пытается разрешить проблему соотношения исламского социально-политического идеала и династического автократизма. Согласно Ибн Халдуну, нравы людей таковы, что между ними царит несправедливость, зулм и вражда. И от этой несправедливости людей защищают авторитеты, правители или племенные шейхи, только если последние сами не выступают источником несправедливости. Что же касается внешних врагов, то здесь защитниками выступают воины и юноши, но только если представляют собой спаянность, то есть асабию, и единую линию родства. Ведь в таком случае их могущество возрастает и их будут страшиться. Асабию Ибн Халдун воспринимает как естественную склонность, которая основывается на кровно-родственных связях и является органичным продолжением или частью таких благодетелей, как храбрость, свободолюбие, неподвластность. И в основе этого находится большая близость кочевников к добру как таковому по сравнению с оседлыми жителями, так как кочевой образ жизни относится к концепции изначальной чистоты духовной природы человека и является основой более поздних социально-политических конструкций. Причину смены одной асабии другой Ибн Халдун объясняет как постоянно возобновляемый поиск авторитета, который в отсутствии пророка, во имя которого сложилась своеобразная синкретическая асабия, состоящая из врожденной кровнородственной асабии и религиозной исламской асабии. Замещается харизматическим лидером, выдвигаемым из асабийной группы, превращающимся в наследственного автократичного правителя и исчерпывающего асабию своей группы, что приводит к завершению цикла и создает условия для захвата власти новой асабии. Как известно, Ибн Халдун служил мамлюком в Египте и как сторонник теории цикличности истории раскрыл функционирование государства и экономики. Именно стройная военная система мамлюков и египетских кыпчаков, их сплощенность и стала примером для Ибн Халдуна. Асаба, безусловно, наложилась на обычное право тюрков, прежде всего на золотоордынских средневековых татар, и в условиях мусульманского права вобрала в себя понятие укоренения, обретения статуса общинного землевладения для крупных кланов. В Золотой Орде политическая система представляла из себя монархию,
У татарских ханов было монопольное право на все земли государства, и они могли жаловать земельные владения бекам, мурзам, служителям культа, отдельным родам. Аристократия же имела право на свои земли, как на родовые владения. Безусловно, земельные пожалования производились с целью формирования верной категории аристократии, власти сюзерена, а также военно-административных подразделений. Учитывая, что после прекращения политической смуты и прихода к власти Туктамыша происходили масштабные события, затронувшие устои государства, когда происходила смена правящих кланов. В условиях борьбы за власть сразу нескольких политических группировок, взаимоотношений претендентов на власть и действующих ханов с теми, кто им служил, также происходили серьезные изменения. Властям было важно укреплять свою опору, а борющимся претендентам идти на уступки поддержавших их кланов. Перед правящей элитой встал вопрос именно о единстве, о чем писал Ибн Халдун. Также и права сюзеренов и тех, кто им был опорой, безусловно, формировали другие формы взаимоотношений. Прежде всего это касалось прав на землю, получения должностей для клана, иммунитетных прав, освобождения от несения повинностей и тому подобное. Как известно, пожалование земельными владениями представителей родовых групп преследовало одну конкретную цель – поддержку центральной власти родовой аристократии на местах. В труде у Темиша Хаджи как раз приведены такие интересные диалоги между претендентами и представителями элит. Нашедшего раненого Туктамыша Урик Тимур говорит: «Я желаю помочь раненому Углану, голову, имущество положу за тебя. Если когда-нибудь Господь Всевышний даст тебе богатство Даулят, не забудь меня». Туктамыш хан сказал: «Когда-нибудь, если Господь Всевышний даст мне богатство, разделю его с тобой и никогда не поступлю наперекор словам твоим и просьбе». Также перед поднятием на трон военачальниками Хайдар и Тегене Улуг Мухаммад говорит: у вас ко мне не было уважения. Если сейчас я стану ханом, а вы нукерами, разве будете вы считаться с моими решениями и ярлыками? Не говорите так, а то опозорите меня перед народом. Хайдар и Тегене сняли ножны меча и сказали: если Всевышний окажет нам такую милость, и ты станешь ханом, а мы не будем ценить тебя, как прежние ханы, и не будем подчиняться твоим приказам, пусть Всевышний возьмет наши души. Здесь видим, в каких непростых условиях к власти приходили ханы и как важна была позиция эмиров. После распада Золотой Орды группы населения, чаще отдельные рода, при переходе в одно из пасардынских политий на условиях службы и выплаты ясака получали землю. Земля становилась их вотчиной, а они ясачной или служилой. Уплата ясака и службы гарантировали сохранение прав на землю. Ясак представлял собой законодательную и правовую базу, регулирующую права и обязанности всех слоев населения государства. В отношении рядовых граждан подчинение центральной власти означало уплату налогов и выполнение различных повинностей. Элиты и отдельные рода могли быть освобождены от повинностей, это регулировалось тарханными грамотами. В этом же ключе дополнением шло суиргал, владение и особые пожалования. Если раньше родоплеменное земельное жалование стало основой улусной системы управления, улусы представляли собой объединение родов и племен, подчиненный верховному правителю, и в дальнейшем первоначальное значение слова «улус» – «народ» со временем трансформировались в область, как синоним вилаят или же вообще обозначало государство. Со временем все эти земельные отношения развивались, хотя проследить их развитие в динамике очень сложно. При этом в татарских ханствах, судя по скудным источникам, они также развивались уже по отдельности и характерным для своего региона возможностям. Здесь мы имеем в виду такие земельные владения, как бейские земельные владения Бейлик, Даруга, Округа, Улус, как вотчина Бека, Мурзы, традиционные объединения различных групп населения Иль в Казанском ханстве. После завоевания татарских ханств московским государством ясак, как форма обложения местного населения, был сохранен русскими властями еще долгое время. В Казанском ханстве ясак также являлся собирательным названием налоговых сборов, размеры которых регистрировались в ясачных книгах. В песцовых книгах содержится информация о том, что население бывшего Казанского ханства платило ясаки по прежним ясачным книгам. Русский царь уже в статусе царя Казанского пожаловал или перепожаловал земли за службу, тем самым интегрировав легитимность новых подданных и их прав. Анализируя ту самую грамоту, мы видим, что поступившие рода на русскую службу получали особый ерюдыр, то есть особые земли, и пожалованная земля была межевана по географическим ориентирам. За это пожалование они должны были платить лис и ясак, а некоторые, надо полагать, беки получили статус тархана.
Русские власти бывшего ханского юрта, когда еще продолжают существовать татарские административные отношения, в юридическом документе используют привычные термины для коренного народа. В условиях Средневековья коренной имел другое значение и была связана со службой и землей. Учитывая, что землей владело государство, а оно за службу пожаловало землю, и те группы, которые получили землю и поступали на службу, как раз становились асаба, то есть коренными. По-другому укоренялись в современном значении, становились гражданами. За полученный статус асаба элиты должны были служить, а простые платить яса. Те, кого освобождали от несения повинности, становились тарханами. Можно ли употребить термин асаба для обозначения вотчинников? Очевидно, да, ведь это общее право ясачного и служилого местного населения Волг-Урале и Сибири в системе социальных отношений московского государства и предшествующего периода. Асаба и вотчинное право, имеющие глубокие корни, уходящие в период татарских ханств, достаточно долгое время продолжало существовать на территории бывших Казанского и Сибирского, возможно, ханства и в Мещере. В дальнейшем термин асаба уходит на второстепенный план, и в условиях нового времени, когда уже идет формирование нации в современном понимании, начинает означать народ, который живет в этих землях издревле, по-другому автохтонным и уже без привязи к службе за землю. В условиях новых геополитических изменений, реформ, интеграции в общероссийское правовое поле термин уже остался больше в памяти людей и приобрел современное определение. Спасибо за внимание.